Нет, включен. Тебе включен. Включен.
Да. Присаживайся, у нас микрофон включен. Уважаемые участники конференции, пожалуйста, давайте технически проверим, кто уже подключился из выступающих, чтобы у вас была связь. И прежде чем мы начнем, сделаем такую перекличку. Из выступающих свои камеры, чтобы мы вас тоже могли увидеть. Давайте поздороваемся. Лена Викторовна, вам нас слышно? Да, слышу. Лена Викторовна, готовы начать, если будете первой? Да, конечно, готова. Связь есть? Ринатовна, нас слышно, нет? Я вас слышу. Выступать второй, если не возражаете. Хорошо. Так, еще кто у нас из участников, выступающих спикеров подключился? Пожалуйста, здороваемся. Угу. Где она у нас? Коллеги спикеров, кто еще подключился? Надежда Викторовна, вот вас видим. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Викторовна. Да. Отлично, мы вас слышим. Добрый день. Добрый день. Отлично, на связи. На связи, да. Не возражаете, где-то примерно через минут 20-30 вас подключим? Да, я буду выступать. Хорошо, договорились. Еще коллеги? У меня презентация еще есть. Нам скидывали? Да, я высылала. Мы тогда ее вам запустим. Если можно будет просить листать. Хорошо. Давайте связь проверим. У вас микрофон выключен, София Давлетовна. Да, здравствуйте. Я тоже буду выступать. Можно второй? Все, договорились. Связь есть, все хорошо. София Давлетовна. Не слышно вас. Да, все нормально. Коллеги, нас хорошо слышно? Хорошо слышно. Ну что, у нас тут пока только... Да, сейчас мы еще посмотрим, кто еще из коллег не присоединился. Что, уважаемые участники педагогического форума Международной научной конференции «Рахимовские чтения», сегодня у нас с вами начинается работа по секциям, и наша секция «Психология образования вчера, сегодня, завтра» посвящена актуальным проблемам, связанным с развитием психологического образования и сопровождения психологии в учебном процессе. Наши коллеги из представителей не только из республики, но и со всей страны сегодня подготовили свои доклады с выступлением. И наша конференция носит смешанный характер, наша секция носит смешанный характер. У нас есть очные участники, которые сегодня присутствуют в качестве участников, в качестве наблюдателей. И у нас есть спикеры, которые подключаются к нам онлайн, и которых мы можем наблюдать на экране. И предлагаю установить следующий регламент нашей работы.
15 минут на выступление и 5-7 минут на ответы на вопросы, которые возникают у тех, кто очно или в сети. Те, кто находится онлайн в Zoom, вопросы можно задавать, включив микрофон. Те, кто находится очно, вам нужно будет либо написать вопрос для нас, мы с Гульнарой Рифкатовной его зачитаем, либо озвучить его вслух, но тогда вам нужно будет подойти к микрофону, чтобы вас услышали, либо мы его передадим. Уважаемые коллеги, предлагаю начать. И первое слово для выступления предоставляю Сайфуллиной Ляне Викторовне, Центр образования села Старые Туймазы, с выступлением поколения цифровой социализации как взрослым быть в диалоге с детьми. Мы запускаем вашу презентацию, Ляна Викторовна, и предоставляю вам слово, пожалуйста. Меня слышно? Добрый день, уважаемые коллеги. Зовут меня Ляна Викторовна. Хотелось бы сегодня затронуть такую тему, как поколение цифровой социализации, как взрослым быть в диалоге с детьми. Нынешнее поколение детей очень много проводит времени в сети интернет. Социальные сети, мессенджеры крепко входят в жизнь наших детей. Давайте немного разберемся, кто такие дети цифрового поколения. Для начала хотелось бы рассмотреть исследования Фонда развития интернет, в которых представлены следующие результаты. Около 89% детей в России в возрасте от 12 до 17 лет, которые имеют доступ к сети интернет, выходят туда при первой же возможности. Дети, а особенно подростки, проводят в сети времени больше, чем взрослые. Дети проводят в выходные дни около 5-8 часов в день, в будние дни от 3 и более часов. Это показывает нам, что дети, которые проводят время в сети интернет, интернет для них сейчас стал уже распорядком их дня, образом их жизни, фактор, который определяет их образ жизни. Также хотелось бы отметить, что довольно высокая интенсивность информации и коммуникаций в сети влияет также и на развитие психики ребенка, на саму его личность. Интернет на сегодняшний день является довольно значимым источником развития социокультуры. Зарубежные ученые, такие как Пелфри, Гассер, которые изучали проблему цифрового поколения, начиная приблизительно с 90-х годов, также наши отечественные ученые, такие как Солдатова, Нечаева, Мирошкина, для которых данная тема с недавних пор стала актуальной, поскольку прослеживается довольно-таки тесная связь между распространением цифровых технологий и возросшим количеством несовершеннолетних детей, которые довольно-таки много проводят времени в сети. Дети, которые, получается, рождены во время распространения вот этой цифровой революции, имеют изменения, которые вызваны требованиями и условиями цифрового общества. Конкретно рассмотрим изменения в высших психических функциях, изменения в механизмах, которые формируют личность, возникновение новых форм взаимоотношений, которые определены на сегодняшний день новой средой, изменение социальных практик, а именно в методах деятельности и в формах поведения. Хотелось бы также вернуться опять-таки к исследованиям. По тому же Фонду развития интернет отмечается, что около 55% подростков в возрасте 12-13 лет и приблизительно 47% подростков в возрасте 14-17 лет за последний год имели негативный опыт пользования сетью, то есть в сети их что-то огорчало, расстраивало и беспокоило. И, к сожалению, всего один родитель из 3, то есть приблизительно 30% родителей, видели, что что-то происходит с их ребенком. Родители на сегодняшний день не до конца оценивают риски негативных сторон интернета, но при этом довольно-таки
считают, что высоки у детей возможности справиться с этими рисками самостоятельно, и также они считают, что все-таки они придут за помощью к родителям. Но исследования 2010-2013 годов показывают, что подростки очень редко обращаются за помощью и поддержкой к родителям и еще реже к специалистам. Так как же нам, взрослым, сделать так, чтобы ребенок был с нами в гармонии, чтобы он мог и хотел делиться своей онлайн-жизнью? Рассмотрим, значит, варианты. Во-первых, знакомство ребенка с интернетом должно быть обязательно в присутствии взрослого, в присутствии родителя. Необходимо объяснить ребенку, что такое интернет, рассказать о положительных моментах в сети, то есть это дополнительная образовательная среда, это поиск полезной информации, возможность общения с друзьями. Но при этом не следует забывать рассказать ребенку также о негативных сторонах сети. Это вред здоровью при длительном пребывании, это вредоносные сайты и вирусы, которые могут поражать телефоны, интернеты, компьютеры, а также неправдивая информация. То есть нужно объяснить ребенку, что не следует слепо доверять всей информации, которая представлена в сети. Во-вторых, необходимо сразу определить с ребенком то время, которое он должен проводить в сети интернет. Естественно, чем старше становится ребенок, тем у него больше времени есть. При этом у родителей на сегодняшний день есть такая прекрасная функция, как родительский контроль, где он может отмечать те сети, в которые разрешен доступ ребенку, а также ограничивать его по времени, если родитель в этот момент не присутствует рядом. При этом необходимо обязательно, конечно, узнать у ребенка о его интересах, чем он интересуется, на какие сайты бы он хотел заходить, какую информацию он хотел бы там находить. В-третьих, необходимо предупредить ребенка о такой негативной стороне интернета, как запрещенная информация. К сожалению, на сегодняшний день в открытом доступе на различных сайтах есть информация о насилии, о фашистской или националистической идеологии, порнография, наркотики. Довольно часто случается так, что ребенок не специально заходит на такие сайты, а они выходят как всплывающие окна. При столкновении ребенка с подобным контентом попросите его, конечно, обязательно вам рассказать об этом негативном опыте. Следующим пунктом хотелось бы отметить о необходимости научить ребенка оставаться в сети конфиденциальным. То есть, если сайты просят при регистрации заполнить, значит, имя пользователя, необходимо вместе с ребенком придумать ему псевдоним, который бы не раскрывал его личную информацию. Необходимо объяснить ребенку о том, что не стоит разглашать различную информацию личного характера, то есть информацию о членах семьи, об их доходах, о материальном достатке, адресы, телефон и так далее. В-пятом, всегда необходимо интересоваться виртуальной жизнью своего ребенка. Необходимо узнавать о друзьях, чем они занимаются, где они живут, какие у них общие интересы. То есть узнавать о виртуальном друге ребенка необходимо ровно столько же, сколько если бы это был ваш, вернее, друг ребенка в его реальной жизни. Сейчас, к сожалению, мы знаем, что есть такие негативные моменты, как педофилы. Они довольно часто сидят на сайтах даже детских, общаются с детьми, получается, входят в их доверие, а затем предлагают им встретиться в реальной жизни. Вот поэтому необходимо объяснить ребенку, что если он с кем-то из своих виртуальных друзей хочет встретиться в реальной
жизни, ему обязательно необходимо поставить своих родителей об этом в известность. Итак, подведя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что сеть интернет, конечно, дает огромные возможности для получения новых знаний, для отдыха, для общения со сверстниками. Но так же, как и наш реальный мир, он в себе таит множество опасностей. Перед тем, как разрешить ребенку пользоваться интернетом самостоятельно, необходимо обозначить правила пользования, с которыми ребенок, конечно, должен согласиться, он должен их принять. Профилактика даст возможность ребенку не столкнуться с негативной стороной интернета, не вызывая у него зависимости. Пусть цифровое пространство станет новым витком в жизни ребенка, которое откроет для него новые возможности, новые знания для развития. На этом у меня, коллеги, все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Можно я задам вам вопрос? Вот вы говорите о интернет-безопасности, о безопасности в сети, да? Как вы считаете, чья это задача вот в условиях общества обеспечивать интернет-безопасность ребенка? В первую очередь, конечно, должны мы, родители, потому что если мы не научим и не объясним ребенку, что можно в интернете, что нельзя, кто ему это еще сделает? Во-вторых, конечно, наше государство. Наше государство должно отслеживать сайты, содержащие негативную информацию, удалять их из открытого доступа. Также должны прослеживаться различные группы, которые негативно влияют на наших детей. Ну и, конечно же, в третью очередь это должны быть, наверное, педагоги. Педагоги, которые во многом должны показать возможности интернета, возможности для получения новых знаний, то есть показать те сайты, откуда они могут подчеркнуть различную информацию для своего кругозора, для своих интересов, а также для обучения. Готовы ли сегодня родители быть Я вас не слышу. Можно, пожалуйста? Источниками информации? Готовы ли сегодня родители обеспечить эту безопасность? Достаточно ли интернет-компетентность у самих родителей? Лиана, как считаете? Если все-таки брать, наверное, родителей молодого возраста, это начиная, да, от 25 до 40 лет, все-таки здесь родители более или менее, скажем так, информированы. Если брать поколение чуть постарше, к сожалению, они, наверное, на сегодняшний день не так хорошо знакомы с сетью, как, наверное, должно это быть. Это интересные наработки, которые вы используете в интернет-безопасности, практические какие-то, которыми вы могли бы поделиться, сказать, что вы это делаете? Конкретно в педагогической деятельности или я как родитель? Я вас не слышу, к сожалению, еще раз. Можно как родитель, а можно как специалист? Ага. Ну, если, например, брать меня как педагогического работника, то есть мы очень много проводим мероприятий, мы проводим бесед с детьми, где показываем им, что такое безопасность в сети. Если брать меня как родитель, то на сегодняшний день, конечно, пока у меня еще дети маленькие, не подростки, но все-таки они на сегодняшний день все равно, даже брать, если эти мультики, то есть они смотрят, бывает, мультфильмы в интернете, которые им нравятся, то есть здесь я уже объясняю, например, вот этот мультик хороший, он учит добру, вот этот мультик, наверное, все-таки смотреть нежелательно, потому что он может как-то вот негативно повлиять, например, на ребенка. Большое за ваше выступление и предлагаю вам двигаться дальше. Предоставляю слово Ардиславовой Юлии Ринатовне, гимназии села Чекмагуш, и тема выступления «Психологические особенности дистанционного обучения, проблемы и пути решения». Пожалуйста, Юлия Ринатовна, вашу презентацию мы запустили. Вам слово для выступления. Добрый день.
Меня хорошо слышно? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Меня хорошо Да, вас хорошо слышно. Хорошо, спасибо. Еще раз повторюсь, тема моего выступления – это психологические особенности дистанционного обучения, его проблемы и пути решения, скажем так, данной проблемы. Существуют разные толкования сущности и содержания дистанционного обучения и дистанционных образовательных технологий. В законе об образовании, действующем в настоящий момент, нет понятия дистанционного обучения, а существует такое понятие, как дистанционная образовательная технология, как обучение с помощью информационных технологий между обучающимися и преподавателем на расстоянии. Дистанционное обучение – это новая организация образовательного процесса, который базируется на принципе самостоятельного обучения. Важные характеристики дистанционного обучения. Первое – это дистанционное обучение – это особая организация образовательного процесса. Второй принцип – это принцип самостоятельности обучения, является определяющим в дистанционном обучении. Третье – это особая среда обучения. И четвертое – это возможность диалога с помощью средств телекоммуникации. Определение особенностей организации учебного процесса в дистанционном обучении предполагает рассмотрение изменения в компонентах педагогической системы, то есть в целях, содержаниях образования, участников учебного процесса. Целью современного образования – это развитие интеллектуальной и личностной сферы, обучающей в соответствии с моделью выпускника, определяемой соответствующими образовательными стандартами. В учебный процесс в дистанционном образовании может быть описан с позиции теории классические схемы обучения. Он схематически у меня представлен на презентации, вы можете сейчас посмотреть. Учебный процесс в дистанционном образовании, представляющий собой целенаправленный процесс взаимодействия субъектов образовательного процесса между собой и информированно образовательной средой, подчиняется традиционным дидактическим принципам, которые могут быть между собой модифицированы. Таким образом, организация учебного процесса в дистанционном образовании базируется на сочетании традиционных дидактических принципов. Каких это принципов? Это принцип научности, систематичности и последовательности, доступности, наглядности и принципов их расширяющих, то есть приоритета деятельности, критериев оценки результатов дистанционного образования перед информированными. Таким образом, выделяется важнейший принцип обучения – это принцип интерактивности. Таким образом, организация дистанционного образования определяет комплекс условий его реализации, а именно материально-технических, учебно-методического и информационного обеспечения и кадровых условий. Исследование психологических особенностей цифрового поколения позволит выделить такие особенности, которые необходимо учитывать в организации дистанционного обучения. Сделаем попытку сейчас нарисовать портрет человека, который принадлежит цифровому поколению, или, как мы называем, поколению Y. При этом заметим, что взгляды на это поколение у разных исследователей, они совсем разные, иногда даже противоречивые. Специфика рассмотрения проблемы связана с тем, что игнорируя психологические особенности современного ученика, наложить их на особенности цифрового поколения, так как различные виды опыта, в данном случае погружение в информационные технологии, способствуют формированию особой специфики психологических процессов. Поколение, чья активная социализация происходит в условиях виртуальной реальности, повсеместного распространения цифровых технологий стали называть цифровое поколение. Или же мы называем поколение сети, или их мы называем цифровые аборигены, или же мы называем их поколение Y. Сетевое поколение огромно и достигает 2 миллиарда человек. Это первое поколение, выросшее в цифровую эпоху. Оно с самого рождения купается в битах. Для них совершенно естественным является постоянный доступ к компьютеру и к интернету, а также возможность постоянно общаться с помощью мобильной связи и других технологий. Эти факторы не только изменили модель их поведения, но и повлияли на некоторые функции головного мозга. Современные ученики являются детьми цифрового поколения. Соглашаясь с мнением ученых о позитивных и негативных изменениях представителей цифрового поколения, сделаем попытку разделить для их более четкого контрастного представления. Вот, скажем так, вот это деление у нас сейчас представлено в этой таблице. Существуют какие-то новообразования, и эти новообразования ведут к каким проявлениям. Допустим, информированность, включенность в поисковую деятельность. Это ведет к ухудшению способности запоминать какую-либо информацию, которую получает учащийся и так далее.
Основной психологической проблемой является отсутствие вербального непосредственного контакта между субъектами процесса обучения. Это приводит к ощущению психологического дискомфорта от нахождения в непривычной среде. Растерянность ученика приводит к постановке для себя таких вопросов: а что делать? Что от меня хотят учителя? Ученик вне контакта с преподавателем испытывает изолированность и одиночество. Меня все бросили, все уже сделали задание и отправили, я ничего не понимаю. Такими вопросами задается ученик. Обучающийся может ощущать то, что называют заниженная самооценка. Я хуже всех. Во время проведения урока я могу задавать какие-то глупые вопросы и так далее. При этом он может неадекватно интерпретировать необходимость изучения учебного материала. А зачем вообще мне нужно изучать этот учебный материал? Мне это неинтересно, здесь очень много теории. Я не хочу этого делать, я не буду этого делать. Другой важной психологической проблемой отсутствие опыта самостоятельной работы ученика в условиях дистанционного образования. Ряд исследователей психологических проблем учеников в дистанционном образовании эту психологическую преграду рекомендуют решать путем переноса вхождения в дистанционное обучение не с начальных классов, при этом в течение начального класса, наоборот, обучать учеников способом организации самостоятельной работы. Ведущими мотивами самостоятельной деятельности обучающихся в дистанционном образовании являются учебно-познавательные, а стимулами выступают интересы, ответственность и другие качества. Здесь необходимо отметить, что мотивация к дистанционному обучению – это удобство такого вида образования, обучаться в любой момент и в любом месте. Развитию самостоятельности способствует возможность составлять индивидуальный график учебного процесса. В то же время низкий уровень контроля в дистанционном образовании требует более сильной внутренней мотивации. Психологической проблемой обучающихся в дистанционном образовании является неразвитость психологических функций, таких как волевая саморегуляция, самоуправление и проблемы воспитания ребят в дистанционном обучении. Несмотря на то, что интернет является благоприятной психологической средой для цифрового поколения, однако условия асинхронной коммуникации при использовании электронной почты позволяет и вызывает беспокойство из-за возможности непризнания преподавателем результата учебной деятельности обучающихся. Важно смягчить психологические проблемы ребят в дистанционном образовании, если учесть психофизиологические характеристики обучающихся, на основе которых определяется: первое – это стиль презентации учебного материала, второе – это формулировка заданий, это стиль помощи, это стиль презентации учебного материала, это подсказки на наводящие вопросы. Таким образом, рассматривая характеристику обучающихся в дистанционном обучении с помощью, точнее, с позиции психологии, заключаем, что для полноценного определения характеристик необходимо синтезировать особенности новообразования обучающихся как возрастной категории, так и представителей цифрового поколения. Второе. Актуален вопрос о психологических особенностях, свойствах, качествах, необходимых человеку для получения именно дистанционного образования. То есть сюда мы относим умственное развитие, особенности восприятия информации, личные качества, наличие умений, навыков пользования компьютерными сетями, скажем так, да, и программными комплексами. Третий пункт – это необходимо выработать психологические требования, которым должны удовлетворять методические средства, используемые в дистанционном образовании и ориентированные на индивидуальные особенности ребят. Следующий пункт. Важной психолого-педагогической задачей является разработка методов и практического психологического инструментария для решения проблемы идентификации личности обучающихся при нововведении тестирования в сети. Таким образом, методическое обеспечение обучения учащихся в условиях использования дистанционных образовательных технологий является новым, отличным от методического обеспечения очных форм организации образовательной деятельности в условиях классно-урочной системы обучения. Информатизация общества и образования сформировала новое поколение, которое называется цифровым или поколением Y. На этом мое выступление завершается. Всем спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, участники, есть ли вопросы? Тот опыт, о котором вы рассказываете, о таком смешанном обучении, контактном, очном взаимодействии, дистанционном, есть ли у вас какой-то опыт применения, когда дистанционное смешано с очным присутствием? Или пока это только наработки?
Пока только наработки, наверное. Во время, скажем так, пандемии, во время карантина мы, психологи, скажем так, проводили в дистанционном формате тренинговые занятия, консультации. Такая же удается сохранить эффективность работы в онлайн-формате для психолога? Я думаю, да. Ну, нужно адаптироваться ко всему, да? Да, в плане психологической работы, да, удалось, скажем так, прошло все удачно. Своим опытом и предлагаю вам двигаться дальше. Валова Надежда Викторовна, Борисоглебская школа-интернат, самообразование и наставничество в педагогической деятельности учителя. Если Надежда Викторовна готова, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вашему вниманию предоставляется доклад «Самообразование и наставничество в педагогической деятельности учителя». Дальше. Совершенствование педагогической деятельности осуществляется в ее структуре. И центральным, вы видите на слайде эту структуру педагогической деятельности, центральным звеном в структуре педагогической деятельности является мотив педагогической деятельности. И он отвечает на вопрос, а что же привлекает учителей в школы? Что привлекает педагогов к их работе? То, что работа интересная, она предполагает общение с детьми, она творческая. На второе место обычно ставят мотив отдачи ученика, то есть работа интересная, потому что они видят результат, и это, в свою очередь, мотивирует двигаться дальше. Есть еще мотивы учителей, которые прожили свою жизнь в школе, да, это опыт работы, когда уже появляется потребность и желание делиться опытом с другими людьми, и таким образом это, в свою очередь, мотивирует. Дальше, следующий слайд. Педагогическая деятельность предполагает развитие определенных педагогических способностей. Это, например, академические способности, это знание учителем своего предмета, дидактические способности, умение его преподнести, организационные способности, воодушевить, организовать детей, да? Коммуникативные способности – это способности педагога к педагогическому общению. Перцептивные способности предполагают умение воспринять ученика и по изменению его внешнего поведения сделать вывод о его внутреннем состоянии. Речевые способности – это умение выразить мысль в слове, авторитарные – завоевать авторитет, прогностические – уметь предвидеть результат своих действий, конструктивные – изменить, значит, конструировать свою деятельность, уроки и так далее. Вот. И способность к распределению внимания предполагает наличие у педагога умения не то следить за своим одновременно за тем, что происходит в классе, и одновременно распределять свое внимание и следить за разворотом своей мысли. Да? Следующий слайд. Учитель во время своей работы в школе, он совершенствуется, да? Ему необходимо осуществлять самообразование. Вот. Для этого есть определенные формы. Формы организации самообразования представлены на слайде. Это и специальная образовательная подготовка, когда человек может получить второе высшее образование, вторую специальность. Это повышение квалификации, профессиональная переподготовка на курсах повышения квалификации, межкурсовой период. Это групповая самообразовательная работа, работа в рамках методических объединений, творческих групп, проведение собеседований, ежегодных отчетов и так далее. Следующий слайд. Следующий слайд. Представьте, пожалуйста. Аттестация на должность, которую проходят все учителя в школе, участие в конференциях, публикациях и стажировки.
Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность учителя, которая управляется самой личностью, да? Она в процессе приобретения этой личности систематических знаний в различные области наук, техники, культуры, политической жизни. В основе самообразования к его деятельности в сочетании с самостоятельным изучением материала. Самообразование обычно осуществляется учителем добровольно, сознательно, планируется им в определенной степени, и оно необходимо для формирования у него определенных качеств и черт. Дальше. Что же побуждает учителя осуществлять самообразование? Ну, во-первых, это необходимость поиска и анализа новой информации. Когда у учителя есть желание творчества, есть мотивы профессионального роста и определенная конкуренция в школе, общественное мнение, интерес к делу и даже вот в дальнейшем подготовка к прохождению аттестации. Следующий вопрос. Результатами самообразования учителя является повышение качества преподавания предмета, разработанные или изданные методические пособия, статьи, программы, сценарии исследования, разработка новых форм, методов и приемов обучения, доклады, выступления, разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей, выработка методических рекомендаций по применению новых информационных технологий. Разработка и проведение открытых уроков по собственным новаторским технологиям и проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение опыта по исследуемой проблеме. Дальше. Очень интересный вопрос – это саморегуляция поведения педагога, потому что это необходимо педагогу регулировать свои состояния, свои психические, контролировать их вот в ходе работы с детьми. Саморегуляция педагога – это способность, направленная на контроль своего личного психического состояния с целью того, чтобы оптимальным способом находить решения в сложившихся педагогических ситуациях. Саморегуляция – это умение управлять всеми процессами своего организма и самой личностью, эмоциями, мыслями, поведением, поступками и желаниями, переживаниями. В основе саморегуляции лежит умение управлять своими познавательными процессами. Это восприятием, воображением, мышлением, вниманием, памятью, речью. Помимо этого, они несут в себе управление личностью, его эмоциями, действиями, поведением, разнообразными реакциями на появившиеся проблемы. Дальше. Ну, вы видите, представлены компоненты саморегуляции. Это постановка целей, модель значимых решений и программа исполнительных действий. Дальше. Вот. Ну, я хочу рассказать о путях саморегуляции памяти. Задача, конечно, сложная, и память очень... Запоминание, воспроизведение все-таки поддаются саморегуляции, память развивается, вот, и управление сохранением информации возможно при определенном построении запоминания. Здесь на помощь приходят многообразные формы представлений, ассоциаций, синтеза и анализа, обработка материала, используемая для саморегуляции мнемических процессов. Улучшение памяти происходит в том случае, если тот материал, который запоминается, можно объединить с какими-то образами. В этом случае процесс запоминания можно ускорить, вызывая искусственным способом разнообразные образы и представления, которые связаны с заново запоминаемым материалом. Дальше. Дальше. Следующий слайд. Ну, для работы с детьми необходимо еще и осуществлять саморегуляцию мышления. И вот на этом слайде вы видите пути саморегуляции мышления. Вот.
Также необходимо осуществлять саморегуляцию эмоций. Эмоциональная саморегуляция базируется на навыках управления состоянием мышечной системы организма, на активном волевом включении мыслительных процессов, анализ эмоциогенных ситуаций. Ну и последнее, о чем я хочу сказать, что, конечно, необходимо еще учителю управлять своим поведением. И это на этом слайде представлены пути саморегуляции поведения. Это и дыхательные техники, и медитативные техники, снимающие эмоциональное напряжение, которые останавливают поток мыслей. Вот. Это аутогенные техники, способствующие снятию эмоционального и мышечного напряжения, а также улучшают психическое состояние здоровья педагогов. Спасибо вам большое за внимание. Благодарю вас, Надежда Викторовна. Тут поступил вопрос от молодых педагогов-психологов к вам. Так как самообразование – это удовольствие достаточно дорогое, требует вложений финансовых, студенты спрашивают, существуют ли методы, какие-то варианты поддержки, государственные, может быть, мотивации молодых педагогов, учителей и психологов? Поделитесь опытом, есть ли что-то, что привлекает специалистов к работе в школе и мотивирует к саморазвитию, и мотивирует к тому, чтобы повышать квалификацию, ну и, соответственно, развиваться в этой области. Как считаете, Надежда Викторовна? Я считаю, что мощным мотивационным таким моментом является заработная плата. Но в настоящий момент в школе, как показывает исследование, в школах все меньше остается учителей, которых ничего не привлекает в этой деятельности, потому что зарплата, как говорится, не привлекает. Поэтому мотивами в школах остаются люди, в школах остаются педагоги, которые действительно имеют призвание, как бы палка с двух концов, да, которые имеют призвание к этой деятельности. Вот. И остаются люди, ну, по-настоящему в эту деятельность. Знаете, еще можно, наверное, такой вопрос. Как считаете, вот вчера мы слушали доклад коллеги, которые проводили масштабные исследования среди учителей России, и по результатам этого масштабного исследования более 60% учителей имеют профессиональное выгорание. Есть ли какие-то способы профилактики или борьбы с этим явлением, если больше половины учителей имеют уже информации про профессионально выгоревшие? Как сохранить здоровье педагога? Как вы справляетесь? Какие методы саморегуляции для вас эффективны? Именно вот эта саморегуляция, она помогает учителю в этой проблеме, да. Вот. Ну, в основном, я сама работаю в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть дети с тяжелой умственной отсталостью, и просто это очень тяжело все воспринимать. Приходится, как говорится, привыкнуть к этому невозможно, потому что ты видишь каждый день. Ну, приходится вот включать, да, регулировать свое состояние и иногда сильно не нервничать. И вот те моменты, о которых я говорила, о саморегуляции эмоций, мышления, памяти, в этом помогают, значительно помогают. Спасибо, Надежда Викторовна, за ваше выступление, за то, что поделились своим опытом. Действительно, в условиях еще и школы-интерната и особенных детей заботиться о здоровье и о саморегуляции педагогов, наверное, нужно вдвойне. Спасибо вам большое. А мы переходим дальше. У нас есть еще вопросы. Аржина Хинова. Тогда вот следующие выступающие: из Самбаева София Давлетбаевна, Гаеев Эдуард Азатович из Ишимбайского нефтяного колледжа. Коллеги, если готовы, дайте знать. Мы в презентации. Да, София Давлетбаевна, вас видим. Эдуард Азатович с вами или из отдельного аккаунта? К сожалению,
он заболел, не смог подключиться. Это наш студент Ишимбайского нефтяного колледжа, поэтому вместо него я прочитаю доклад. Тема доклада к вопросу о взаимодействии творческого потенциала детей и подростков. Вам слово для выступления. Добрый день, уважаемые коллеги. Как я уже сказала, мы написали социальный проект, который поможет, мы думаем, что он поможет открыть творческий потенциал детей и подростков. Студент, который выполнил данный проект, обучается на эксплуатации. Мы считаем, что одной из актуальных проблем в настоящее время является психолого-педагогическая работа с несовершеннолетними. Одна из этих причин – большая проблема – время провождения детей и подростков. В настоящее время существует значительное количество подростков, которые не имеют занятости свободного от учебы время. Ни для кого не секрет, что в последнее время в нашей стране наблюдается тенденция к коммерциализации услуг дополнительного образования. Культурные заведения смотрят на учащихся школ как на источник дохода. Из-за низкого материального положения родителей школьники лишены порой доступного досуга. В рамках проекта мы планируем провести серию мастер-классов для детей и подростков и выполнять различные изделия, например, букеты из конфет, мастерить шкатулки, варить мыло, делать различные открытки. Далее мы планируем организовать ярмарки, аукционы с работами наших воспитанников, и вырученные деньги пойдут на благотворительность и переведены на счет тяжело больных детей. Детям, как и взрослым, полезно иметь увлечение. Основная цель нашего проекта – помочь детям и принести пользу обществу. Основная целевая группа – это дети от 7 до 16 лет. Задача нашего проекта – научить планировать время, расставлять приоритеты, сформировать круг общения по интересам, найти единомышленников, привить привычку доводить начатое дело до конца, развить целеустремленность, терпение, усидчивость и внимание, оказать финансовую и духовную помощь тяжело больным детям. Мы просмотрели примерный план, когда мы можем это сделать. Например, декупаж свечей в декабре, картины из песка в январе, мыловарение в феврале, фигуры из шаров в марте, декорирование рамок это у нас в апреле, ловец снов в мае и создание украшений в июне. Также мы планируем провести мастер-класс по танцам. Мы посчитали примерную смету расходов, она может идти от 100 рублей и выше, в зависимости от того, какие материалы будут использовать. Например, для рамок можно использовать даже семечки, стаканчики, которые стоят, ну, допустим, 50 рублей. Нашими партнерами будут являться администрация города Ишимбай и студенты Ишимбайского колледжа. Ожидаемые результаты. Имея хобби, поддерживая его, человек снизить стресс и возможность выразить себя по-своему. Детское рукоделие – это отличный досуг и инструмент всестороннего развития маленького человека. Напомним, что вырученные деньги пойдут на счет больным детям. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, мы готовы на них ответить. Есть вопросы? Я не слышу.
Извините, ничего не слышно. Голубой Елена Викторовна, Садовская школа интернет. Вас слышно? Да, да. Добрый день. Видно меня, слышно? Слышно? Включаем. Переспросите, какого? Вы кого пригласили? Потому что интернет плывет. Пожалуйста, вам слово, пока вы смогли подключиться, потому что сложности с интернетом. Ажаных Елена Викторовна, особенности учебной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях психологически благоприятной среды. Доброе утро, уважаемый участник конференции. Тема моего доклада вами уже озвучена. Вот, я приступаю к докладу. Но мы так знаем, что учебная деятельность – это основная нормативная деятельность в учебном образовании. Особая форма активности личности, направленная на усвоение социального опыта и преобразование мира. Однако, как показывает практика, при равных условиях обучения обучающиеся дают существенно отличающиеся результаты, что свидетельствует о развитии их психологических возможностей. В соответствии с законом Российской Федерации об образовании выделяется категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся с ОВЗ – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или психическом развитии, подтвержденные психологом медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. У этих обучающих с ОВЗ основной дефект замедляет формирование познавательных процессов, снижает познавательную активность, затрудняет самоконтроль и саморегуляцию. Эмоциональная и личностная сфера школьников с ОВЗ характеризуется незрелостью. Эти особенности развития затрудняют формирование учебных умений и навыков, усвоение программного материала в целом. Особенности развития высших психических функций и личностной сферы школьников с ОВЗ препятствуют быстрому и своевременному формированию полноценной мотивации обучения, что приводит к неуспешности учебной деятельности. Именно поэтому мы считаем необходимым условием создания психолога благоприятной среды для обучения детей с ОВЗ. Среда обучения или обучающая среда – это психолого-педагогическая реальность, сочетание уже сложившихся исторических влияний и намеренно созданных педагогических условий и обстоятельств, направленных на формирование и развитие личности обучающегося. Это все составляющие процесса обучения, их характеристики и связи между ними.
На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются задачи создания условий для становления личности обучающихся в соответствии с особенностями его психического и физического развития, возможностями и способностями. Необходимо обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения данной категории детей на протяжении всего периода обучения. Это комплексная технология, включающая в себя коррекционную работу, направленную на исправление или ослабление имеющихся нарушений. В тесном контакте работают классный руководитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, учитель-психолог, социальный педагог, медицинские работники школы. Учитель осуществляет максимальную индивидуализацию обучения, предотвращает раннее наступление утомляемости, работает над постепенным развитием внимания, усидчивости, памяти. При этих условиях в учебной деятельности у школьника с ОВЗ создается адекватная потребностям обучающихся специальная коррекционно-развивающая среда. Дети стремятся к признанию со стороны окружающих сверстников, достижения которым вполне сравнимы с их собственными, учителей, родителей. Это существенно влияет на мотивацию обучения. Анализ психолого-педагогической литературы и педагогический опыт показывают, что у школьников данной категории отмечается пониженная работоспособность, неустойчивость внимания. У многих из таких детей наблюдаются трудности с восприятием. Учитывая эту особенность, учитель предусматривает упражнения в восприятии пространства, активизирует на уроке различные анализаторы. Например, обучая ориентироваться на листке бумаги, я сначала располагаю его вертикально, прошу отметить верх и низ, затем располагаю лист горизонтально и прошу назвать эти пространственные ориентиры. Или предлагаю упражнение на пространственное ориентирование с опорой не на зрительные, а на слуховой тактильные анализаторы. Как вы понимаете, в массовой школе такие элементы учебного процесса излишни, а у обучающихся с ОВЗ они просто на практике нашей необходимы. У всех детей наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов запоминания, непроизвольного и произвольного, кратковременного, долгосрочного. Это компенсируется особой организацией подачи учебного материала, обилием наглядности, нестандартным способом ее предъявления. В связи с этим учитель предусматривает различные опоры, обеспечивающие запоминание, многократно возвращается к пройденному материалу и добивается его воспроизведения в целом или по частям. Самая трудно поддающая коррекции особенность обучающихся с интеллектуальным нарушением – недостатки аналитико-синтетической деятельности. Компенсации их происходят постепенно, в течение даже практически многих лет, в течение даже всего процесса обучения, пока ребенок находится в школе. Таким образом, психологически благоприятная среда, которая складывается в классе, где все обучающиеся с интеллектуальными нарушениями, где учитель имеет специальную подготовку, где педагогический процесс сопровождается узкими специалистами, и среда сверстников позволяет ребенку чувствовать себя успешным среди сверстников, в своем коллективе, за счет своего старания оптимально обеспечивает формирование учебной деятельности у обучающихся с ОВЗ. Спасибо за внимание. Не слышу я. Что говорю? Вообще звука нет. Вы слышите? Я не слышу. Не слышу. Может быть, отключен микрофон? Не слышно. Раз. Вот сейчас мелькает, да. Елена Викторовна, хотела вас спросить, поделитесь своим опытом, как вам удается создавать эту благоприятную психологическую среду?
Во-первых, у нас дети разные в классе, разное у них психическое состояние и степень заболеваемости. Поэтому, как бы, во-первых, коррекционная направленность сводится к тому, что создается благоприятная среда в классе для обучения, то есть спокойная, корректирующая такая обстановка. Подключаем мы всех педагогов, которые у нас находятся в сопровождении. Это дети посещают 2 раза в неделю психолога, логопеда, дефектолога, посещают уроки ритмики, где тоже как бы происходят дополнительные уроки, помимо того, что находится в сетке расписания. Вот, с ними занимаются также специалисты нашей группы, индивидуальным занятием. Если ребенок, например, на уроке видно, что утомляется, или я прекращаю, значит, даю ему индивидуальное занятие, или что-то нарисовать, какой-то отвлекающий такой момент, чтобы как бы ребенок переключился. То есть вот такая среда, она щадящая. Вот, как бы вот такую стараюсь создать щадящую среду, психологически щадящую. Адаптированную, да, вот то, чтобы дети чувствовали себя успешными, спокойными. У нас самое главное, чтобы они были спокойны и готовы к принятию материалов, которые им дает преподаватель. Для создания комфортного эмоционального. Да, для создания эмоционального, да. За ваше выступление. Да, подключиться Оксане Геннадьевне Васильевой, вижу вашу иконку. Если готова, Оксана Геннадьевна. Школа номер 11 города Нефтекамского с темой психологические особенности дистанционного обучения. Добрый день. Вашу презентацию, Оксана Геннадьевна. Добрый день. С презентацией у вас? Да. Не слышу, я включила звук. Александр, мы вас не слышим вас. Добрый день, видно? Да, слышу я вас, да. Презентация видна? Уже презентация идет. Вот сейчас запускается. Вот теперь видно, пожалуйста. Я поняла на камеру. Добрый день. Дистанционное обучение коренным образом отличается от традиционных форм обучения. При рассмотрении дистанционного обучения как деятельности, опосредованной компьютерными технологиями, надо отметить, что она характеризуется рядом психологических особенностей по сравнению с традиционными формами обучения. В комплексе психологических особенностей дистанционного обучения можно выделить несколько групп, требующих особого рассмотрения. Дистанционное образование в силу ряда своих особенностей, удаленность, опосредование общения, преобладание самоконтроля, обучающийся над контролем со стороны преподавателя, диктует необходимость психологического сопровождения данного процесса и обеспечения психологического комфорта для его участников. В своей работе дистанционный педагог сталкивается с определенными трудностями психологического характера. Это могут быть сложности в организации деятельности обучающихся, в определении их индивидуальных особенностей и выборе стиля педагогического общения, проблемы повышения и поддержания мотивации обучающихся, создание благоприятного социально-психологического климата в группе. При дистанционном обучении чаще всего преподаватель не может непосредственно наблюдать за эмоциями обучающегося, невербальными компонентами коммуникации, отслеживать моменты беспокойства или непонимания и оперативно реагировать на потребности участников. Специфика виртуального общения в дистанционном формате – это общение происходит в интернете в благоприятной психологической среде, в основном в вербальном формате, в вербальной форме. Обучающийся может представить себя таким, каким он хочет, чтобы его видели другие. Основная часть учебных коммуникаций происходит в асинхронном режиме, что позволяет обучающимся иметь паузу во времени. В условиях чата и видеоконференции требуется быстрота реакции, логика рассуждений и обрабатывается лаконичность высказываний. Также в процессе общения в виртуальной среде стираются авторитеты, обучающийся не опасается немедленной негативной реакции и свободно задает вопросы.
Также отсутствие мимики и жесты способствует открытости. При обучении в сети интернет доминирующим каналом восприятия информации является визуальный, так как они видят, выполняют задания. Аудиалисты лучше воспринимают информацию на слух, и визуалисты видят информацию более адаптивной в ситуации общения через текст. Кинестетики воспринимают информацию через действие, бессознательно испытывают дискомфорт в ситуации дистанционной коммуникации. Признаки дискомфорта в виртуальном общении – это обучающийся входит в состояние тяжелого молчания, нарушается лексика и не соблюдаются лексические нормы, преувеличенно официально или, напротив, понебратский тон присутствует. Какие же причины дискомфорта могут быть в виртуальном общении? Это нежелание работать в электронной среде, сопротивление требованиям дистанционного преподавателя. Возможные причины – это одиночество, так как он сидит один, никто не может ему помочь. Далее, следующее – это непонимание. То есть, если на уроках ребенок, учитель говорит, несколько раз может повторить, то тут иногда бывают неполадки какие-то в общении, и ребенок недопонимает что-то. Третье, следующее – это непонимание, непослушание. То есть, не все дети слушают родителей, и бывает, возникает, получается, какие-то конфликты. Следующее – это проблемы реакции, то есть ребенок не может деть свои эмоции и тому подобное. Следующее – это отсутствие мотивации, то есть нет никакой мотивации для обучения. Учитель договорил тему, допустим, ребенок какую-то домашку выполнил, и учитель говорит, я, допустим, списал с интернета. То есть у ребенка мотивация уменьшается. Далее, как же устранить способы дискомфорта в виртуальном общении? Это предварительное знакомство обучающейся социальной организации учебных коммуникаций, далее определение индивидуальных особенностей обучающих, целей формирования эффективно работающих малых учебных групп. Следующее – создание благоприятного психологического климата, реализация дистанционных занятий на основе расширения межличностных контактов между участниками курса группы. Дальше – это расширение ролевого спектра обучающейся реализации дистанционного занятия. Применение современных педагогических технологий, включение в план занятий, неформальных мероприятий, расширение спектра применяемых игровых методик и активных методов обучения с целью повышения мотивации обучения. Также расширение контекста для общения, видеолекции, вебинары, видеоролики, также фотографии. На этом у меня выступление закончилось. Спасибо за внимание. Оксана, вы слышите меня? Да. Пожалуйста, вашим опытом, как вы преодолеваете те трудности, которые есть в дистанционном обучении в образовательном процессе? Чтобы не было психологических особенностей, каких необходимо, получается, давать задания необычного стиля, допустим, может быть, изучение материала и, допустим, так как я учитель английского языка, допустим, какую-то определенную тему можно снять на видео и отправить, допустим, как ребенок выполняет это домашнее задание, как он понял вообще это домашнее задание, например, на какую-то определенную тему. Усложняет это вам задачу по сравнению с очным обучением? Дистанционно, да, сложнее, потому что очно ты ребенка видишь как бы один на один, а в дистанционном формате бывают такие сложности, допустим, ты не можешь ребенка видеть, например, если по Zoom мы общаемся, допустим, есть такое, что у ребенка нет камеры, то есть ты не понимаешь, бывает такое, что ты не знаешь, что ребенок здесь или вообще он отсутствует. То есть его не видно, чем он занимается, может, он и сидит и играет в игры, как говорится. Синдром черных окошек. Да. Большое, благодарю вас за выступление. Мы движемся дальше. Климова Елена Викторовна, вы присоединились, нет?
Я вижу Алену Кочетовскую. Алена Егоровна. Вы с ними? Здравствуйте, коллеги. Презентовали у нас многопрофильная школа номер 23 гордости Стерлитамака и тема выступления «Психологические особенности дистанционного обучения». Тоже поговорим на эту очень актуальную тему, проблемы и пути их решения. Пожалуйста, вам слово для выступления. Слышим вас. Что-то у меня... Далеко есть, но плохо слышно очень. Поближе подойдите. Может быть, звук настроить чуть погромче. Значит, пожалуйста, выйдите, ребят. Выйдите. Приходится вот так совмещать и уроки, и конференцию, все вместе. Но хочется сказать, что все мы, когда столкнулись с этой формой обучения, да, испытывали некоторые трудности. Во-первых, было очень много вопросов без ответов, да, это был первый опыт. Сейчас уже мы, находясь на этой форме обучения, уже не в первый раз, уже мы, конечно, попривыкли, да, но сначала были все проблемы, которые есть на слайде. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, тема моего выступления – это проблемы, да, и самое главное – пути решения этих проблем дистанционного обучения. Следующий, пожалуйста. Вообще, что это такое, да? То есть это связь на расстоянии, да? То есть все должно быть в уроке, что все этапы урока должны быть соблюдены, да? Также дистанционное обучение предполагает визуализированные методы информации, да? То есть это и презентации, и живая речь учителя, потому что учителя видно и слышно, да? Но все-таки проблемы есть, да? Проблемы есть. Следующий, пожалуйста. Преимущества тоже, конечно, есть. Во-первых, это гибкий график работы, да, особенно это хорошо работает с надомниками, да, так как я учусь в школе, то с надомниками работать, конечно, по дистанционному формату легче. Не нужно приходить домой, да, не нужно стеснять, да, кого-то, достаточно только планшет или компьютер, да, связь, выход в интернет. Ну и, конечно, то, что можно время установить индивидуально, это тоже очень удобно. Не выходя из дома, получить такой же качественный урок, да, если это, конечно, предполагает выход в Zoom или на другую какую-то онлайн-платформу. Дальше. И онлайн-урок, да, основные трудности, вот с которыми столкнулись все на дистанционке, абсолютно все. Это перегрузка всех платформ. Просто у нас либо вылетает связь, да, либо не могут зайти потом, либо, ну, вообще перегрузка – это огромная проблема. И здесь пути решения какие? Либо кейс электронный мы даем, да, и здесь уже живого слова учителя как такового нет. Либо мы решаем по-другому, мы либо перезаходим, если возможно, да, либо используем другие методы связи, такие как Skype и так далее, если они есть у детей. Дальше. Следующие трудности – это, конечно, проблемы с интернетом, да, не всех у детей и даже у родителей и у педагогов это есть, да, что перебой со связью. Также нехватка техники – это тоже огромная проблема, и здесь, конечно, школа тоже помогла многим детям, которые остались без средств, да? Сломался ноутбук, школа предоставила и так далее. Ну и вообще педагоги вообще столкнулись с такой проблемой, что переизбыток вообще коммуникации, то есть столько информации свалилось на голову детей, что они даже, ну так скажем, подрастерялись.
Следующее. Ну и то, что касается нас, педагогов, да, многие столкнулись с тем, что просто не умеют работать с онлайн-платформами. Это тоже была проблема. Сейчас эта проблема решается, да, то есть мы учимся, мы таскаем с собой свою технику, да, раздаем интернет на компьютер сами и так далее. Это, да, действительно проблема. Пути решения, наверное, здесь нет. Здесь учитель заинтересован в том, что, чтобы ученик получил знания, которые должен получить. Поэтому здесь путь решения простой. Учитель платит сам за свою связь, за свой урок. И получается, как будто работаем бесплатно. Дальше. Также возросла рабочая нагрузка и стало меньше свободного времени. Это абсолютная проблема, да, проблема нас, педагогов, да, что если не получилось вовремя войти на платформу, да, то приходится назначать другое время, да, и готовиться, соответственно, к онлайн-уроку стало гораздо тяжелее, потому что нужно информацию уложить в презентацию, да, подготовить какие-то видеоролики и так далее. И здесь проблему эту как можно решить? Да? Во-первых, создать чат какой-то, да, дополнительно, куда можно эти слайды отправить, если возникли трудности с интернетом. Да? И проблема в чем возникает? Так же, как и у преподавателей вузов, и нас, да, педагогов полилингвальных школ и обычных школ, да, любых, то это проверка тех работ, которые нам присылают. Почерк ребенка и качество фотографии оставляют желать лучшего. Иногда просто невозможно разглядеть, что ребенок написал. Это огромная проблема. Путь решения какой мы придумали, когда были на дистанционке? Значит, первое, если ребенок может хорошо возле окна с достаточным освещением сфотографировать свою работу, то есть она читабельна, это хорошо. Если нет, есть дети, которые очень плохо пишут, да, тогда мы решили эту проблему так. Мы печатали тексты и отправляли учителю текст в формате Word. Все, следующий слайд, пожалуйста. Дальше, вот обратная связь, да, и проблема, это трудность, да, проблема тоже. Как решали обратную связь? Опять-таки это чаты, да, в основном это чаты в ВКонтакте, в Одноклассниках. Ну, самые распространенные, да, это WhatsApp. Обратная связь, если даже ребенок не может присутствовать на онлайн-конференции Zoom, да, то он обязан все равно как-то себя объявить, что он здесь, что он слышит, но у него какие-то проблемы. Дальше, пожалуйста. Также дети столкнулись с тем, что им информацию приходится искать самостоятельно. Не все, вроде бы кажется, что такой 21 век, да, все можно найти, а столько мусора в интернете, да, что иногда ребенок просто не справляется и не может найти ту информацию, которая действительно главная, нужная, важная. Следующий, пожалуйста. Дальше. У нас есть ученики с особенностями здоровья, да, которые не могут обучаться вместе со всеми. Вот тут дистанционка. Пожалуйста, потише, ребята, заходите, тихонечко садитесь. Значит, и неготовность, вот эти ребята, да, с ОВЗ, с трудностями со здоровьем, да, здесь мы, конечно, работаем с ними индивидуально, выходим дополнительно в конференцию, да, и общаемся с ними индивидуально, что, конечно, нагрузку добавляет, но зато качество обучения улучшается. Ну и вообще общество, наверное, не готово было принять в тот момент, в прошлом году, дистанционку, да, это была большая проблема. Не все имеют отдельную комнату, да, время растягивается и увеличивается нагрузка на глаза. Пути решения какие? Каждый выбирает сам. Если он не может выйти в определенное время на урок войти, да, то он может всегда дополнительно с учителем поговорить, да, и найти путь решения его проблемы. Да. Некоторые передавали ученики тетради, передавали через родителей, через вахту школы. Некоторые
путем кейсов работали. Но такая форма обучения в целом, что можно сказать? Конечно, это реалии современной жизни. Единственное, есть еще ряд проблем, которые нужно решить. Это самодисциплина, да, то есть заставить самого себя, ребенка, заниматься, да, выйти элементарно в конференцию и включить видео, да, элементарно. Это тоже самодисциплина. Дальше, пожалуйста. И выводы какие напрашиваются? Что дистанционное образование – это не хорошо и не плохо, это всего лишь форма обучения. И зависит она от тех условий, в которые поставлена страна, да. Если это необходимость, то все-таки нам приходится приспосабливаться и решать проблемы по мере поступления. Как говорят известные, да, люди, если не знаешь, что делать? Делай шаг вперед. Новые шаги в дистанционном обучении, какие они? Да, возможно, трудные, нелегкие, да, обязывающие, напрягающие, удивляющие, требующие нашего внимания, но, безусловно, это шаг вперед вообще в образовании. И пути решения, да, правила дистанционного образования. Вообще хвалить даже за самое маленькое проявление обратной связи и детей, и их родителей. Знания должны все-таки носить обучающий характер, то есть не отличаться от традиционного урока все-таки, да, и больше направлено на игру все-таки. Если в вузах игра как форма обучения все-таки это ушло, да, все-таки вуз – это больше работа со взрослыми людьми, да, уже осознанными студентами, то у нас в школе все-таки это игра, игровой характер. Ну и также, чтобы снизить нагрузку, расписание должно быть стабильным, да, срок выполнения заданий тоже должен быть обговорен с учениками. Ну и, конечно, самообразование никто не отменял. Те дети, которые знают материал, да, хорошо учатся, они будут и в Zoom выходить, и сами находить материал. С детьми, которым трудно, работать нужно, конечно, индивидуально. Значит, еще раз повторюсь, да, как поддерживать контакт с учениками. Здесь все очень просто. Создаем чаты, да, в любой из платформы и работаем с детьми, соответственно, потребностям. Ну и там же можно прикреплять задания, да. После дистанта есть ли жизнь, да? Конечно, есть. Правда, качество образования, наверное, не такое, как при очном формате, но все-таки это новые реалии нашей жизни. Следующий слайд, пожалуйста. И закончить свое выступление хочу на позитивном настрое, да, все-таки это такая же форма обучения, как и обычный урок. Единственное, нужно немножко подстроиться, и только система дает результат. Учитель плюс дети и родители – это формула успеха. На этом у меня все, уважаемые коллеги. Благодарю за внимание. Да, вот такой слайд. Не все, конечно, можно в дистанционном формате делать, да, но что можем, то можем. Все, благодарю. Благодарю вас, Алена Егоровна. Действительно, в вашем докладе были и проблемы, и трудности, и такой оптимистичный настрой на пути их решения. Благодарю, что поделились опытом уже почти 2 года в дистанте, да, и уже, наверное, пришло время обмениваться результатами, как у кого-то это получалось, у кого-то это получалось. Спасибо вам большое. Слово Лилии Флюровне Масаревой, если вы готовы, школа номер 2. Села Кандры. Здравствуйте. Удалось подключиться к нам? Да. Здравствуйте. Сейчас. Пожалуйста, вам слово для выступления. Я не вижу свою включили камеру. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Масалимова Лилия Флюровна. Я учитель английского языка, работаю в Кандринской средней школе номер 2 имени Асхата Масмутовича Мирзагетова. Сегодня я бы тоже хотела выступить
с темы, проблемы, с которыми мы встретились при дистанционном обучении. Вот до этой пандемии вопрос, связанный с проблемами дистанционного обучения, не имел такой масштабности и вообще практически не изучалось, потому что дистанционное обучение, оно являлось как для факультативных занятий, для каких-то дополнительных занятий только применялось. И вот весной 2020 году массово школам пришлось вынужденно перейти на дистанционное обучение. Конечно же, все школы, все педагоги, родители, учащиеся столкнулись с рядом проблем, к которым они не были готовы. Это связано как и с материальной стороны, так и с психологической стороны. Во-первых, не у всех был доступ в интернет, не у всех были компьютеры, оснащение компьютерами, там, камерами, телефонами, вообще даже связи нет. Если вы смотрели по новостям, например, видели, каким-то деревням даже приходилось куда-то выезжать, где-то на остановку, где-то что-то. С какими же проблемами столкнулись мы и какие способы применяли для решения таких проблем? Дистанционный формат обучения – это формат взаимодействия учителей и учащихся на расстоянии посредством связи, с телефонной связи, интернет-связи и так далее. Так, массовые вопросы, во-первых, связаны были, как я уже сказала, отсутствием интернета, отсутствием у телефона у каждого ребенка, компьютера. Так. С какими проблемами встретились мы? Первое. Тем, что, во-первых, например, мы старались, конечно, проводить уроки через Zoom, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие живого общения. Все равно Zoom, Skype – это живое общение, мы разговаривали в формате вот сейчас. Да? Какие проблемы были? Первое. Не все ребята имели камеру, и не все подключались с камерой. И, конечно же, были даже те случаи, когда к нам присоединялись на урок другие, не ученики, другие ребята, которые там или запускали какие-то видео, какие-то сообщения непристойного характера. Вот с таким даже нам пришлось сталкиваться. Какие же проблемы? Вот, как я уже сказала, отсутствие личного общения. Это можно компенсировать, используя WhatsApp, видеосвязь по WhatsApp. Это можно использовать Zoom. Это можно видеосвязи ВКонтакте, пожалуйста, тоже можно было бы использовать. Надо мотивировать учащихся. У них пропадает мотивирование. Почему? Потому что они не понимают кейсы, например, которые отправили. В частности, например, отправляют теоретический материал в виде бумаги там, или видеоформатов, которые ребята не понимают. И родители им тоже помочь в этом вопросе, например, каких-то не могут. Ребята сначала пробуют, у них появляется осложнение, и они просто это бросают. Во-первых. Во-вторых, мы не можем контролировать процесс обучения, и ребята в это время могут просто элементарно включить, например, Zoom и пойти спать, выключив экран. Или они могут просто списать домашние задания где-то в готовом виде, списать друг у друга. При выполнении контрольных работ тоже достоверность выполнения ими заданий мы не можем проверить, и самостоятельность тоже никак не проверишь. Потом здоровье страдает тоже, потому что очень много времени ребятам приходится проводить за компьютерами, за экранами телефонов, что отрицательно сказывается на зрении ребят, на осанке и также влияет и на психологическое здоровье тоже. Вот монотонный просмотр видео, которые отправляют в виде готовых видеоуроков, отправляли учителя, или, например, монотонное чтение тех теоретических материалов, которые отправляли, отсутствие мгновенной обратной связи ребят, учителя, к которому они привыкли. Например, на уроке объяснили, ребенок может сразу спросить, а тут возникает вопрос, а ответа нет. И, например, задал вопрос учителю, допустим, в WhatsApp, да, и пока подождет ответа, это уже может потерять и актуальность, и дальше появление информационного дефицита, нехватка материалов, сложность освоения теоретического материала. Даже на уроках же, когда объясняешь, не все сразу понимают. А тут еще и через монотонное чтение, через просмотр каких-то видео готовых уже.
Дальше. Неправильно организованный урок, неправильная организация по времени. Может быть, там надо немножко, например, не 40 минут занятий, допустим, идет, а полчаса где-то. Значит, с какими проблемами мы, учителя, столкнулись? Первое. Отсутствие мотивации учащихся. Очень большая нагрузка нам, потому что сначала мы урок проводим, потом еще мы проверяем те фотографии, задания, которые нам отправляют ребята. Нет общего единого канала связи. Потом непонятный почерк, как уже коллега высказалась, непонятный почерк ребенка, качество фотографий. Они фотографируют ночью в темноте, там, на подоконнике. И отсутствие интернета учащихся. У учителей тоже бывает дальше. Как уже сказано было, не все дети имеют общую комнату, и вот мы сталкивались с тем, что урок проводим через дом, тут один ребенок сидит, там другой, и тоже не было понятно, слышались какие-то посторонние звуки, посторонние люди на экранах и так далее. Дальше, насчет здоровья я уже сказала, насчет самодисциплины, контроля тоже я отметила, да, потому что мы ничего не можем сделать на расстоянии. Как можно было бы постараться использовать дискомфорт? Вот я сказала, живое общение можно было бы заменить видеозвонками, используя Zoom и Skype. Мгновенные ответы, обратная связь можно было добиться, например, с помощью групп, которые мы создали в WhatsApp. У нас во всех классах есть свои группы. И общение в этой группе не в рамках времени, а длится какое-то время. Там, например, целый день ребята могли бы задать свои вопросы и ответить на них, потому что не все ребята имели возможность сидеть на уроке прямо здесь и сейчас, потому что либо, например, телефон только у родителей, там, либо интернет появлялся только в какое-то определенное время только. И они выходили на связь уже позже. Так. В общем, все, что я хотела сказать, но многое было уже сказано, поэтому я уже не хочу повторяться. Дистанционное обучение требует от нас, конечно, изучения больше все психологические проблемы, все пути их решения. Надо нам совершенствовать свои знания. Вот дистанционное обучение нас к этому сталкивает, что нам нужно еще над многими вопросами работать, чтобы добиться хороших знаний, хороших мотиваций у учащихся. Спасибо за внимание. Дистанционное образование ставит перед нами задачи, и мы их потихонечку решаем, какие-то решаются сложнее, какие-то проще. Спасибо вам за то, что поделились вашим опытом. Я продолжаю приглашать участников. Лешина Ольга Владимировна, Борисоглебская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ. Ольга Владимировна, вы с нами? Не смогла подключиться, то Дарья Сергеевна Боб. ВГУ. Никого не пропустила, все предоставили слово для выступления. Тогда я могу, наверное, подвести итоги нашей секции и сказать, что... Скажите, пожалуйста, извините, пожалуйста, меня почему-то не назвали. Скажите, кто? Борисоглебская школа-интернат. Калинько Елена Викторовна. Елена, да, пожалуйста, вам слово, если готовы. Спасибо. Моя тема — проблемы современного ребенка. Меня слышно? Проблем современного... Я могу говорить, меня слышно? Слушаю, пожалуйста. Проблема современного ребенка возникает из-за особенностей мира, где мы живем, новых технологий, школьной системы, социальной среды. Если в прошлом столетии детям требовалась защита от голода, холода или прочих каких-то бытовых неудобств, то сегодня угрозы принимают более утонченные формы, более пагубные для именно душевного состояния растущего человека. У современного ребенка
Не все так сказочно, как кажется на первый взгляд. Они тоже имеют некоторые проблемы. Какие же? Это одиночество, компьютерная зависимость или неконтролируемое интернет-пространство, подмена ценностей и другие. Самым важным для родителей и педагогов, конечно, является умение разобраться с причинами и придумать, как поддержать детей. Разберем подробнее проблему одиночества. Многие дети, хотя эта проблема незаметна с первого взгляда, одиноки. Родители в современном мире много работают, не уделяя время желаемого и внимания своим детям. Конечно, мама и папа могут интересоваться его питанием, внешним видом, успеваемостью в школе и другими, но главным именно переживаниями ребенка, его интересами, мечтами или фантазиями, чувствами нет. Поэтому он ощущает себя заброшенным, покинутым. Последствия такого одиночества, недоверия всему миру, всем людям в течение всей своей жизни. И, конечно, плохое отношение к себе. И неверие в то, что когда-то в будущем такой человек, став взрослым, может быть кому-то очень нужным и любимым. Лучший рецепт от детского одиночества для взрослых – это научиться проживать жизнь наших детей вместе с ними, вместе радоваться всему тому, чему они радуются, огорчаться вместе с ними. Пусть даже, может быть, нам кажется это какой-то чепухой, но зато это важно для нашего ребенка. Именно такая совместно проживаемая с ребенком жизнь избавит его от одиночества, и возникшее между детьми и родителями доверие друг к другу сблизит их навек. Одиночество ребенка является, это явление многогранное, и позитивно в нем лишь одна сторона, когда одиночество – это потребность самого ребенка с определенным характером. Таким детям хорошо, не скучно самим собой, они всегда знают, чем заняться, и имеют разнообразные интересы, не требующие общения. Как правило, такие дети, конечно, обладают высоким интеллектом и часто талантливы. А вот другая, уже болезненная грань одиночества ребенка – это когда ребенок становится изгоем среди других детей. Часто это происходит с теми детьми, которые не похожи на остальных. Это особенные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети по тем или иным причинам, выделяющиеся из общей массы детей. Но ведь если ребенок действительно сильно отличается от других, это вовсе не значит, что ему нельзя ни с кем дружить. Здесь главное, чтобы он научился позитивно относиться к себе и спокойно к своим достоинствам и недостаткам, умел постоять за себя при необходимости. Общество не всегда правильно понимает проблемы семей с сложными детьми. Уровень знаний об умственной отсталости до сих пор остается все-таки низким. Эти дети одновременно вызывают сочувствие и страх у других. Почему сочувствие? Потому что они все-таки дети, нам жаль детей. А страх, потому что это дети, которые ведут себя непредсказуемо. И зачастую люди боятся даже не самого нетипичного ребенка, а того, что не знают, чего от него ждать. На таких детей многие смотрят косо. И толерантность общества, конечно, развивается, но все равно семьи с особыми детьми не могут чувствовать себя комфортно. Некоторые родители воспитанников нашей школы-интерната жалуются, как сложно им гулять на детской площадке со своими детьми, потому что большинство гуляющих там ребят, и также их мамы и папы, избегают их ребенка, не понимая, что с ним происходит. Аргументируют они это так: хочу, чтобы мой ребенок видел только положительный пример, или чтобы не заразиться, даже такое бывает. А вдруг мой также будет себя вести, или я не хочу вообще этого видеть, уберите этого ребенка. В связи с этим родители не берут детей с ограниченными возможностями здоровья в театры, в кинотеатры, на детские развлекательные мероприятия и так далее, тем самым обрекая их с рождения на частичную изоляцию от общества. Также усугубляют проблему некоторые сверстники, особенно в подростковом возрасте, неуважительно и с чувством превосходства, относясь к детям, имеющим дефекты, навешивая на них различные ярлыки, типа ленивый или бестолковый. Постоянное упоминание о реальных и мнимых недостатках лишает ребенка веры в свои силы и возможности. Сами же дети с отклонениями в развитии недостаточно четко понимают суть одиночества. В силу своих интеллектуальных особенностей они часто подменяют понятие одиночества понятием уединением. То есть понимают одиночество не как эмоциональное, а как физическое состояние, видя в нем лишь отрицательные стороны. Во всей этой ситуации очень важно педагогам, психологам нашей школы выбрать вместе с семьей план трезвый и действенный, цель которого помочь особенному члену семьи достичь максимума в своем потенциале, встроиться в общество и стать счастливым, не растеряя при этом сил на бесполезные и неподвластные его возможностям умения. Одно из основных правил жизни особенных детей – не дать сломить себя ни людям, ни обстоятельствам. Воспитание и обучение необычных детей требует от нас применения особых технологий и методов в работе.
с целью устранения у особенного ребенка чувства одиночества, мы в первую очередь формируем в нем социальную активность, включая ребенка в различные виды совместной деятельности со взрослыми и с детьми. Это делается для того, чтобы наши ребята чувствовали себя частью общества, но изначально они должны чувствовать исходящую от нас, от педагогов, веру в них. Чтобы успешно решать эту задачу, требуется немало времени, и успех этой работы, он зависит не только от нас, педагогов, но и от самих, конечно, детей. Первым пунктом избавления от одиночества будет преодоление трудностей в общении. Для этого мы прививаем детям навык позитивного общения. Его суть состоит в том, чтобы в ходе общения чаще использовать положительные утверждения, нежели негативные оценки и критические замечания. Наши педагоги всегда проявляют заинтересованное участие к каждому ребенку, замечают все его удачные попытки для диалога, своевременно реагируют на эти попытки в виде одобрения или похвалы. Для формирования дружеских взаимоотношений в классе используют такой прием, например, как деление на пары по интересам или по взаимной привязанности. Еще могу по готовности и желанию помочь. Например, сегодня на уроке рисования Женя у нас будет помогать Любе, потому что Любе сложно дается изображение круга, ну или тому подобное. Если только замечаю, что какого-то ребенка начинают дети избегать, сразу же начинаю проявлять повышенное внимание к нему. Сегодня мне поможет раздать тетради Ване, он очень ответственный и аккуратный мальчик. Важно постоянно подчеркивать достоинства детей. Способствует умению общаться и игровые тренинги, например, назови лучшие качества своих одноклассников. Также разучивание мерилок, считалок, игры путешествия, наши приключения по волшебной стране дружбе. Следующим условием для позитивной социализации является создание в группе атмосферы психологического комфорта. Я всегда встречаю детей в хорошем настроении, с улыбкой на лице, с любовью к ним и желанием и готовностью им всегда помочь. Для развития веры в ребенка, собственные силы и возможности во всех видах деятельности постоянно использую такие приемы, как похвала и поощрение. Главный девиз нашего класса – «Я все могу». Причем стараюсь не просто похвалить ребенка, как красиво ты нарисовал или вылепил, а акцентирую внимание на динамике его развития. Например, смотри, Миша, вчера ты не мог мне сказать название фигуры, а сегодня ты дал название всем 4 фигурам. Например, там круг, квадрат, прямоугольник. Без ошибок. Ты молодец. Положительную динамику дает проведение тематических дней. Например, самый добрый, самый трудолюбивый, лучший помощник. Ну и другие. Не забываю, конечно, никогда аргументировать выбор. Привожу конкретные примеры достойной деятельности победителя. Причем иногда практикую выбор даже победителя путем голосования. В качестве призов, конечно, медали, звездочки или наклейки. При построении парами детей для выхода на экскурсию для ребят самое почетное место идти, конечно, в первой паре, которую всегда выбираю я. Сегодня в первой паре будут идти Вика и Женя. Мне понравилось, как Вика чисто вымыла доску, а Женя аккуратно выполнила аппликацию листопад. В такие минуты ребята понимают, что и они достойны быть лучшими. А это усиливает их веру в себя и ведет к пониманию того, что они полезны для коллектива, в будущем могут принести пользу и обществу. Доказано, что дети ОВЗ тратят больше времени на выполнение усвоения операций, предмет практической деятельности. Поэтому не менее важным является использование приемов повторения, многократного повторения, понимания, деления операций на части. Наконец, последнее важнейшее условие для позитивной социализации и преодоления страха одиночества – это взаимодействие всех педагогов в нашей школе в работе с детьми. Коррекционно-развивающая деятельность учителей, воспитателей, учителя-логопеда, психолога, музыкального руководителя представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую функции. Результатом нашей работы является успешная динамика развития детей, отсутствие в группе непринятых детей и детей-одиночек. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Елена Викторовна. Действительно, возраст начальной школы – это возраст формирования продуктивности, уверенности в себе и закладывая такие чудесные, такие важные, такие значимые компоненты личностного образования, которые мы сейчас услышали. Мы, конечно же, делаем школу как более эффективной в будущем. Спасибо, что поделились вашим опытом. На этом, заслушав всех желающих выступить, хочу подвести итог нашей конференции. Действительно, мы регулярно сталкиваемся с вызовами, которые дает нам общество, и дистанционное образование, которое стало нормой уже последним годом.
требует изучения практики, соединения его с наукой, исследования тех особенностей, компонентов, которые дадут более эффективный результат в обучении. Мы не сможем отказаться от дистанционного обучения совсем, так же, как не сможем отказаться от цифровизации общества, от информатизации общества. И адаптироваться первыми, кому придется, это система образования, потому что нам нужно еще и научить учеников, взрослых, родителей, учителей в этих условиях быть эффективными. Поэтому тот опыт, который сегодня мы услышали на нашей секции, мне кажется очень важным и значимым именно в том формате, что мы слышим практиков, тех, кто применяет в своей работе новые какие-то методы, технологии, пробуют, ищут решения, исследуют психологические особенности системы образования. Не только трудности, но и пути их решения. Я благодарю за участие всех спикеров, благодарю за участие участников конференции, кто сегодня нас с нами слушал, присутствовал, и хочу пожелать вам замечательного солнечного дня. Большое спасибо всем за работу.